Скорая требуется. Адрес, пожалуйста, диктуйте. Какая улица? Карла Маркса. Это Уфа? Все верно? Дом какой? 83-й? 83. Алло. Алло. Алло, вас не слышно. На этом разговор с диспетчером оборвался, однако это не значит, что человек на том конце провода останется в беде. Вызов будет обработан и на место происшествия направят оперативные службы. Такое экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации стало возможно благодаря новой системе 112. То есть если раньше приходилось на уровне муниципальном обзванивать все экстренные службы, 01 пожарная охрана, 02 полиция, 03 скорая помощь, 04 газовая служба, антитеррор, то сейчас, как только обращение поступило, диспетчер центра обработки вызовов, где мы сейчас находимся, заполняет карточку, и эта карточка сразу одновременно уходит во все экстренные службы. То есть осуществляется комплексное реагирование на чрезвычайное происшествие. В штате Центра обработки вызовов также есть специалист, который получает самые сложные заявки. Психолог оказывает моральную поддержку людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Психолог работает не с проблемами, как таковыми, не с ситуациями, а с состоянием заявителя. То есть ситуации могут быть абсолютно разные. Но если человек чувствует то, что ему нужно выговориться, например, либо он одинок, сейчас на данный момент он чувствует такое одиночество глубокое, либо чувствует, что нету просто смысла в жизни, какое-то истерическое состояние, например, тогда диспетчер, конечно, соединяется с психологом. В республиканский центр приема вызовов попадают обращения со всей республики. Здесь в смене работает 20 диспетчеров, которые вместе обрабатывают около 6 тысяч звонков в сутки. Сотрудники рассказывают, что порой человеческий фактор мешает им быстро и четко реагировать на ситуацию. В основном это бывает со скорой. То есть звонят и начинают, грубо говоря, истерить. То есть человек говорит, умирать быстрее, быстрее, проводите скорую и выключает. То есть никаких данных не дают. То есть мы перезваниваем, берем информацию, потом уже соединяем со скорой, потому что скорая уже всегда остальную информацию берет и отправляет в скорую помощь. То есть если уж полиция требует, то сразу параллельно отправляем в полицию эту же информацию. Еще одна важная часть системы в том, что у нее налажены взаимодействия и с соседними регионами. Неважно, куда попадает звонок, реагирует та служба, которая находится ближе, для того, чтобы как можно быстрее, спасти людям жизнь, здоровье и разобраться в этой нештатной ситуации. А вот все эти взаимосвязи, они формировались с 1 января 2018 года, и на текущий момент, собственно говоря, мы все эти задачи решили. Большое преимущество новой системы 112 в том, что она экономит время, ведь в некоторых чрезвычайных ситуациях счет идет на минуты и даже секунды. Наталья Ярина, Камила Якупова, Ильшат Давлетбердин. Столичные новости.